Вот это же строительный мусор, он и есть, да. Контейнерная площадка на улице Есенинской в микрорайоне Нагаева Октябрьского района Уфы появилась 3 года назад. Вот только вместо положенных твердых коммунальных отходов там горы битого кирпича, куски бетона и металла, всевозможные обрезки и остатки стройматериалов. Рядом находится дорога, по которой ездят большие грузовые автомобили. У нас там застраивается микрорайон новый. И по пути выбрасывают сюда строительный мусор. Чтобы оградить свою контейнерную площадку от чужого строительного мусора, жители улицы Есенинской в Нагаево за свой счет вырыли траншею. Казалось бы, путь от дороги отрезан, но находчивые люди не растерялись. Теперь в траншее лежат старые шины, мебель, строительные отходы, пусть и не в таких больших масштабах. Что же делать со строительным мусором и какая ответственность грозит, если его выбросить просто так, расскажем сегодня. В эфире программа «Генеральная уборка». Здравствуйте. Вы зачем вот этот мусор сюда грузите? Потому что там закрытый. Кто сказал? Как ты сказал? Я один раз наездил свой мусор, и там закрытый мусор. Что вы сейчас вот тут? Сказали, что мы обратно поедем сюда. Уезжайте. Вот после беседы машина уехала со строительным мусором, с бетоном, с кирпичами, с отходами. Повезли на полигон. Подобные случаи в разных районах Башкортостана не редкость. Контейнерные площадки заваливают строительным мусором. Он не относится к твердым коммунальным отходам. Региональный оператор его вывозить не обязан. Население выносит на контейнерные площадки, которые не предназначены для строительного мусора, битый кирпич, захламляется контейнер. Контейнер приходит в негодность от того, что он становится очень тяжелым. И вообще, если посмотреть в состав строительного мусора, то там же присутствуют зачастую и банки из-под краски. А лакокрасочная продукция – это вообще 3-й класс опасности отходов, которые подлежит отдельной процедуре его обработки. Крупногабаритные и строительные отходы. Эти категории порой путают. К крупногабаритным относится все то, что выходит из строя в процессе жизнедеятельности. Это, например, бытовая техника, столы и стулья, диваны и кресла. Вывоз этого вида мусора входит в тариф, который жители платят рекоператору. Строительные отходы образованы в результате капитального ремонта или возведения нового здания. Здесь кирпичи, шифер, бетонные перекрытия и прочее. Для их вывоза на полигон необходимо заключить отдельный договор с региональным оператором или иной компанией, у которой есть соответствующая лицензия. Но по такому пути пока идут далеко не все жители, предпочитая складировать все на контейнерных площадках. Нами какая работа проводится при выявлении таких фактов? Мы актируем и информацию предоставляем в административные комиссии районов для принятия решений. Как правило, управляющие компании понимают, где происходит в какой квартире ремонт. И, в принципе, при подключении к данному вопросу мы находим, от кого образовались данные отходы. И тут уже подключается административная комиссия. Для недобросовестных граждан, должностных и юридических лиц существует система штрафов. При несоблюдении правил вывоза и выброса строительного мусора придется в лучшем случае заплатить, в худшем приостановить деятельность фирмы. В отношении нарушителей, серых перевозчиков, применяется административная ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, конкретно статья 8.2. Она предусматривает на граждан ответственность от 1000 до 2000, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч и приостановка деятельности до 90 суток, на юридическое лицо от 100 до 250 тысяч и тоже приостановка до 90 суток. В ущерб своей экономике региональный оператор все же вывозит подобный мусор с площадки. Причем для этого приходится привлекать специальную технику. Обычные мусоровозы от строительного мусора ломаются. На контейнерных площадках, когда появляется, мы в течение стараемся 3 дней данный завал устранить. 6 июня выбрасывать мусор. Стояла рекламная «Газель» и выкинула вот этот мусор.
А это еще одна сторона проблемы, когда строительный мусор выкидывают даже не на контейнерную площадку, а просто в ближайшей лесополосе или в поле. Вот свалка неподалеку от озера Кандрыкуль в Туймазинском районе. Появилась она еще в советские времена. Такие были практически возле каждой деревни. Мусорной реформе 3-й год. В большинстве деревень давно есть контейнерные площадки, но по старинке жители до сих пор ездят сюда. Это вот то, что выбираете на месяц. Потом выкидывай. Вся деревня так поступает? Да. Продуктовые, да, выкидываем в это. А то, что сюда нельзя, знаете? Я потом видел. На самом деле табличка есть, вот только покосилась. То ли от порывов ветра, то ли кто-то приложил усилия. Как отмечают представители Туймазинской администрации, организованный вывоз коммунальных отходов в районе ведут с 2017 года. Сначала это был мешковой сбор, с приходом мусорной реформы установили контейнерные площадки. Уже с 2017 года, с начала сбора мешкового, организованное размещение отходов на данной свалке было прекращено, был выставлен аншлаг, но при этом недобросовестные хозяйственные субъекты и граждане, те отходы, которые не относятся к твердым коммунальным отходам и которые они обязаны вывозить и размещать за отдельную плату, не делали этого, соответственно, чтобы сэкономить, и продолжали периодически вывозить на данную свалку. В Башкортостане стоит задача избавиться от таких свалок до 2024 года. Эту же по разработанной дорожной карте должны ликвидировать в 2022. На территории Туймазинского района существовало 54 такие свалки. На сегодняшний день за 2019-2020 годы ликвидировано 17 таких свалок. На 2021 год в Туймазинском районе запланирована ликвидация 9 свалок. Так к нам поступает обращение местных жителей по поводу выброса строительного мусора в тех или иных местах. По данному обращению мы принимаем меры и ликвидируем совместно с местной администрацией. И это важный момент. В случае, если не удастся найти того, кто выкинул строительный мусор в неположенном месте, очистка территории ложится на плечи муниципалитета. Для выявления серых перевозчиков, которые выбрасывают строительные отходы на контейнерных площадках многоквартирных домов и частного сектора, региональный оператор спецавтохозяйства по уборке города запустил акцию «Охота на газелей». От неравнодушных жителей ждут фото и видеоматериалы с зафиксированными фактами нарушений. Отправляем в компетентные органы, Центры общественной безопасности, территориальное управление Министерства природных ресурсов для подготовки документов и наложения штрафов на нарушителей. Помимо акции, представители регионального оператора и сотрудники Минэкологии проводят совместные рейды. Во время очередного нарушители, что называется, попались с поличным. А вы в смысле специализированная организация? Естественно. А какой мусор собираете? Мусор, который на улицах валяется. Разный, вон, видите. Какая юридическая фирма? Какую компанию вы представляете? Я не знаю, ЖКХ. Какой ЖКХ? Да. Просто ЖКХ? Уфимского района. Спустя 10 минут подъехал, видимо, директор ЖКХ. Впрочем, поддерживать легенду дальше он не стал. В чем дело? Мы хотели спросить, в чем дело. Мы где здесь строительный мусор видите? Это штакетник, бытовой мусор. Штакетник, бытовой мусор? Бытовой мусор, да. Куда мы должны валить? Решите эту проблему, мы не будем валить сюда. Или поставьте платный контейнер, будем платить, не вопрос. Сколько надо, столько заплатим. Мы привыкли платить за все, мы простой народ. А вы какую организацию представляете? Мы не представляем никакой организации, это мусор у меня со двора. Отходите. Вот видите, Это незаконно. Это незаконный сброс отходов. Однозначно. Снимайте это. Встретимся в суде. А вас как зовут-то? В суде встретимся. Встретимся в суде. Вас как зовут?
К суду региональный оператор готов. Таких сбросов на контейнерных площадках стало слишком много. Алгоритм, которому нужно следовать при вывозе строительных отходов, перевозчики прекрасно знают. У них должны быть лицензия на этот вид деятельности, договор с жителем, товариществом собственников жилья или управляющей компанией на вывоз и договор с полигоном на размещение строительного мусора. Это платная услуга. Но серые перевозчики предпочитают экономить и вывозят собранное туда, куда удобно. Когда начинаются новостройки, строители должны, заключать договора с муниципалитетом о создании площадок для вывоза вот этих строительного мусора. И они должны там складировать, а уже потом заключать договора с рекоператором или с другим оператором по вывозу этих строительных отходов на полигоны. Если это частные дома, то заключает каждое физическое лицо договор о вывозе строительного мусора. И если это многоквартирные дома, то заключает управляющая компания, опять-таки, с рекоператором или с другим оператором по вывозу этого строительного мусора. Напомним, если известно, кто именно выбросил строительный мусор на контейнерную площадку или есть номер автомобиля нарушителя, запрос отправляют в ГИБДД. Виновного все равно найдут и привлекут к административной ответственности. Тем временем в правительстве Башкортостана продолжают проходить оперативные совещания, на которых обсуждают самые острые вопросы мусорной реформы и принимают решения. На одном из последних поднимали и тему строительных отходов. У нас появились серые перевозчики. Нелегалы, которые, это вот на основании жалоб жителей, переполненные контейнеры, начинаем разбираться, строительный мусор, откуда строительный мусор, стали разбираться. И вот у нас даже фотографии, обратите, пожалуйста, внимание, с номерами люди, которые выгружают строительный мусор на площадке. Вот здесь вот бери и уже накладывай штраф, пожалуйста, работай с этими людьми. У нас есть статья 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Это как один из вариантов подходов. Но я полагаю, что это не все. Какие нормативно-правовые акты должны появиться, чтобы выстроить баланс между жителями, управляющими компаниями, региональными операторами и застройщиками? Что нужно сделать, чтобы строительный мусор не оказывался на контейнерных площадках для ТКО или в лесополосе или поля? Решением этих вопросов занимаются парламентарии Башкортостана. Для депутатского корпуса очень понятен алгоритм действий. Нам необходимо на заседаниях экспертных советов обсудить с разных сторон данную проблему и понять, что регулировать. Или это нормативно-правовой акт, или это правила благоустройства в муниципальном образовании, или это внесение изменений в законодательство Российской Федерации. Мы обязательно этот вопрос возьмем себе в работу, и в ближайшие, наверное, полугода, это, к сожалению, не так быстро, будем изучать, вникать и вносить предложения для регулирования. Все то, что происходит на контейнерных площадках, наших с вами рук дело. Пока одни ведут борьбу за чистоту, другие эту чистоту наводят только возле себя, не считаясь тем, что происходит в сотни метров от их дома или квартиры, и сваливая все отходы в общую кучу. О морали с ними говорить сложно. О запрете выкидывать строительный мусор в обычные баки они якобы не знают. Но незнание законов не освобождает от ответственности. На сегодня все. Увидимся.